как в детстве прям. Ты где-то сейчас найдешь такой лучок. Почему? Я одно место знаю. Сейчас покажу, смотри, вот прямо сейчас едем. Здравствуйте, уважаемые гости! Приветствуем вас на нашей Танаевской земле. Наше главное богатство мы не будем тут скрывать. Скажет мал или велик, это чудо-луковник. Лук – хранитель традиций нашего села и давно стал его символом. А для вас особая миссия. Каждый гость, приехав на Танаевскую землю, по местной традиции должен повязать ленту на скамью мира и согласия. Тем самым мир и согласие разлетается по всему миру. Маленькая деревенька за горой, мы туда с тобой поедем, милый мой. Никогда не будем ссориться с тобой, потому что все печали за горой. В золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми. Пополам обиды, пополам печали, век согласия да в любви. Уже с порога гостей окутывает танаевским теплом ансамбль «Встреча». Их авторские песни передаются из поколения в поколение. Нетрудно заметить необычный говор – танаевский, как рассказали сами сельчане. Таких слов не найдешь ни в одном словаре. В разговоре нас узнают по нашему говору, могу даже сказать, ремушка. Что это? Не знаю, что ремушка – это вот именно тряпка для протирки, там, пыли, допустим, фатка. Фатка – это платок. Фатка, значит, да, это платок. Когда попадаешь в эти чудные елабужские пейзажи, невольно ловишь себя на мысли, что именно они сошли с полотен Ивана Шишкина. Хотя, чему тут удивляться, ведь именно танайские пейзажи стали частью работ великого художника. Но село имеет не только богатую природу, но также и интересную историю. В 1614 году на берегах одноименной реки монахи распахали землю, поставили двор, мельницу и 7 домов. Стали выращивать лук и продавать в Прикамье. А спустя 3 века именно лук позволил елабужскому колхозу выйти в передовики и стать миллионером. Важным этапом развития села Танайка стали события гражданской войны 1917 года. Танайка принимала участие в этих событиях, и спустя годы после этих кровавых событий начинается активное развитие нашего села. В 1930-е годы колхоз получил название «Красный партизан» в честь событий, которые произошли в селе Танайка. По осени баржи с репчатым луком сорта елабужский шли вверх и вниз по Каме и Волге, вплоть до Саратова, Астрахани и Предуралья. Но славится земля и своими людьми. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 506 танаевцев, больше половины не вернулись. Для Красной армии сельчане собрали 1 миллион 200 тысяч рублей. На средства построили боевые самолеты. В музее до сих пор хранится благодарность от Иосифа Сталина. 400 лет Танайки, 400 не предел. Будем жить мы с вами дальше, будем жить, нам Бог велел. Об истории, но уже в стихах, рассказывает старожил села Григорий Резвиков. Его здесь называют Танаевским Пушкиным. У него более 70 стихов, все помнит наизусть. За плечами только начальная школа. В военные годы бросил школу и стал работать в колхозе. Но известен не только словом, но и делом. Плетет корзинки, делает шкафы, двери и вырезает рамки для фотографий. Сначала отец там все это плоть еще, потом я сначала. И вот все, значит, интересно стало, стал пилить, строгать, значит. Вот на одних воротах только, ведь сотни целая штука. Все это надо пилить было. Не знаю, когда все успевал. Лук сорта елабужский, выведенный танаевскими селекционерами, пользуется у огородников особым спросом и поныне. Мария Гаврилова – луковый магнат в нескольких поколениях. На ее грядках двухвековые семейные семена. Говорит, из-за погоды в этом году урожай невелик – 4 центнера. Обычно тонна. Так сказать, ответ конкуренту, известному ялтинскому луку. За урожаем очередь покупателей со всего Татарстана. Вот это вот стрелочки. Садим мы весной пораньше, чтобы они выспели. Потом убираем, связываем связла
Теперь мы их повесим, чтобы они у нас высохли. Вот из этих семян, после того, как мы их вычистим, они перезимуют, и весной уже мы посеем сенчик. С грядок, а точнее с лукового царства, весь урожай идет на стол. Сейчас Мария Андреевна уже замесила тесто, я вот несу ей лук. Давайте же посмотрим, в чем секрет того самого танаевского лукового пирога. Мария Андреевна, я главный ингредиент принесла. Расскажите, что дальше делать с этим луком? Ну, а что такого? Ничего сложного нет. Порезать. Вот уже у меня пошел процесс, плачу от лука. Вот у вас почему слез-то нет? Мы уже привычные. Теперь мы его обжарим. Берем сливочное масло, топленое свое. Ух ты! И добавляем. Это вот есть самая такая фишка. Изюминка. Вот и все. Наш луковник готов. Сегодня в Танайке живет 2600 сельчан. Русские, татары, чуваши, удмурты и украинцы. Только за последние 10 лет население увеличилось в 2 раза. В селе 3 крупных крестьянско-фермерских хозяйства. Но луковое дело в почете до сих пор. Ежегодно традиции передают на луковом фестивале. Мы его проводим в Танайке в сентябре месяце и празднуем урожай, проводим конкурсы, у кого больше лук вырос, у кого самая крупная луковка. Тем самым привлекаем молодежь к традициям и передаем из поколения в поколение рецепты из лука, сам лук. Известное выражение «горе ты мое луковое» точно не про танаевцев. Сельчане никогда не унывают, а все проблемы решают вместе, помогают друг другу. А если что, песню запоют или стихи прочитают. Конечно, про любимую Танайку. Скажу без утайки, да и что здесь скрывать, что роднее Танайки мне села не сыскать. Что за имя такое у села моего, словно песня живое, где же взяли его? Наталья Мизина, Игорь Романов, ТНВ, Елабужский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.